Ну вот, коллеги, теперь мы точно знаем, что такое вежливость и как в ингушских семьях воспитывают это важное качество для любого человека. Центр развития ребенка «Маленький гений» в сотне лучших образовательных учреждений России, где внедряются собственные практики воспитания. На федеральных платформах уже представлен проект уважения и почитания старших, который впервые показали всей стране в начале марта в Санкт-Петербурге, а затем повторно презентовали в онлайн-формате 11 марта. Наш проект первый был «Это уважение к старшим», о том, как в ингушских семьях уважают старших, почитают младших. Научная моя группа и родители, и дети активно приняли участие. В течение года к нам в группы, прямо в детский сад приходили родители, приносили различные проекты, приносили древо семьи, приносили различные сведения именно по этой теме. В проекте, выполненном в формате видео, дошколята, приодетые в национальные костюмы, продемонстрировали, как в Ингушетии проявляется уважение к старшим. Все съемки проходили в башне Согласия. Мама, например, убирается на кухне, надо там ей помочь, не смотреть на это и не сидеть в телевизоре. И еще, когда дедушка не может перейти дорогу, ему надо помочь. Это работа команды из 6 человек под руководством заведующей детского сада. Для попадания в топ-100 лучших образовательных учреждений пришлось приложить немало усилий. Научная группа Фатимы Катиевой и другие воспитатели активно участвовали в форумах различного уровня, что привлекло внимание экспертов программы «Культурный код России». Моей задачей было показать детям и научить их вежливым отношениям к старшим, показать им наши традиции, как мы ведем себя со своими родителями, на своем примере показываем им, чтобы они в будущем также повторяли за нами. Для нас это большая честь участвовать в таком всероссийском форуме. Сейчас коллектив готовится к реализации нового проекта «Ингушский национальный женский костюм». Его планируют презентовать в конце этого года. Родители вместе с детьми участвуют в подготовке, шьют костюмы, создают орнаменты, вдохновленные народным духом. Во многих детских садах проводятся вот такие, значит, огромные вот эти проекты. Но думаю, что вот в национальных республиках, именно в нашей республике, работу, которую мы проводили, он был замечен, он был интересен. Традиции, обычаи нашего народа, они очень интересны, они глубокие, исторические. Третий проект представят в 2026 году. Его тематика – патриотическое воспитание. Малая родина город Магаз в составе большой страны – России. Он будет направлен на важность формирования у детей чувства гордости за родину, уважения к культурному наследию. В нашем саду главной целью является сохранение ингушского языка, сохранение наших традиций, нашей культуры. Наши дети очень любят данную тему и активно проявляют ее. Программа «Культурный код России» направлена не только на внедрение методик воспитания, но и на популяризацию культурного наследия. Она служит важной мысли. Россия – многонациональная страна, каждый народ которой уникален и имеет собственные традиции, одежду и жизненный уклад. Мария Макиева, Султан Мугушков, Магаз 24.